Болельщики Колумбии в Казани поставили сразу 2 рекорда. Они стали самой многочисленной делегацией. Их приехало 11 тысяч человек. И жили они дольше всех, больше недели. Массовый след в мундиальной Казани оставили также австралийцы, бразильцы, иранцы, испанцы. Средняя посещаемость Казань-арены, где прошли 6 матчей, получилась аншлаговой – 42 тысячи человек. Отзывы, которые выходят в разных СМИ, не всегда они бывают объективными. Наверное, это самый большой эффект, то что болельщики, которые посетили Казань, Россию, увидели совсем другую страну, совсем другой город, совсем других жителей, гостеприимство, радушие, и были очень этим поражены. В парк фанатов ежедневно приходили более 30 тысяч зрителей. Как подсчитали, они выпили 100 тысяч литров пива и съели 80 тонн еды. Всего за время чемпионата Казань посетили более 300 тысяч туристов из 36 стран. Они потратили в республике 11 миллиардов рублей. Самыми щедрыми оказались австралийцы. Их средний чек – 5 тысяч. Средний чек он складывается из проживания, питания, транспорта, экскурсий, сувениров. В среднем он порядка 35-37 тысяч рублей. Наследство чемпионата оставил Казани 300 новых автобусов и десятки трамваев и троллейбусов. Напоминать о мундиале будут около 100 обновленных улиц, в том числе преображенный бульвар от Чистопольской до центра семьи Казань. Это не показуха. И, как считают отдельные люди, очень непростая работа над репутацией города, которая требует огромного комплекса усилий и которая очень важна для развития города. В итоге наши усилия получили высокую оценку руководства ФИФА и средств массовой информации. И, что особенно приятно, многотысячная армия болельщиков. Еще одно нематериальное, но, как отзываются, не менее ценное наследие чемпионата – это опыт в проведении крупных мировых мероприятий. Примеры этого сервиса и радушия с успехом должны послужить в будущем. Так, в 2036-м Казань может претендовать уже на Олимпиаду. По крайней мере, в этом уверен президент Олимпийского комитета России. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань.